Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Кажется, сегодня без юмора и мимов нельзя представить ни одну сферу жизни. Шутки используют в политике, искусстве и образовании. Юмор становится универсальным языком. Мы ценим хорошее чувство юмора в других и ищем партнера, который будет смеяться над нашими шутками. Даже в самых сложных жизненных ситуациях у многих из нас срабатывает защитный механизм, и мы смеемся вместо того, чтобы плакать. Но почему нам вообще становится смешно? Что такое юмор и почему его так много в современной культуре? Давайте разбираться. Сегодня у меня в гостях человек, который поможет, надеюсь, разобраться в философии юмора с научной точки зрения. Дмитрий Петрович, добрый вечер. Добрый вечер. Рада видеть вас в студии. Сегодня наша беседа посвящена Дню смеха, его тоже называют День дураков. Да? Вот о смеховой культуре и поговорим, как связаны смех и дураки. И вот первый вопрос хочу сформулировать следующим образом. Как можно определить понятие смеховая культура вот в современном контексте, если мы не говорим о том, что... Вот ну, я думаю, что прежде всего стоит сказать, что смех — это явление архаичное. Конечно же, с самых начал, да, с первобытного общества смех, конечно же, выражал очень важную коммуникативную функцию. В последующем формировании смеховой культуры как таковой, да, ее зарождение, обычно традиционно связывается с феодальной и церковной с феодальным и церковным средневековьем. Когда, собственно говоря, смеховая культура формируется в своей противопоставленности официальной и церковной, значит, какой-либо догме. В современном же контексте смеховая культура, наверное, все-таки определяется возрастными параметрами, как мне кажется, что все-таки есть дошкольный период, подростковый, молодежный, так называемый взрослый и совсем пожилой. То, что вызывает смех у современного школьника, очевидно, вызывает недоумевание у пенсионеров, в то время как пенсионерский, скажем так, юмор у школьников будет вызывать такую же реакцию. Но несмотря на то, что каждый из этих так называемых возрастных, значит, смехов имеет свою специфическую, особую природу, тем не менее мы говорим о едином смеховом аспекте мира, о котором, видимо, вот и сегодня пойдет речь. Но ведь не только с возрастом это связано, вот скорее с поколениями, да? Потому что, допустим, раньше было смешно нам фильмы Чаплина, ну, не нам, нашим бабушкам, да, когда человек там смешно падает, поскальзывается, там «Веселые ребята» там те же, да? Вот у современного человека это смеха не вызывает. Ну или вот та самая смеховая культура, о которой Бахтин писал, да, карнавализация, вот это вот телесный низ, вот все эти шутки из Рабле, да, которые, ну, для современного человека, в общем, они не очень понятны или понятны. Мне кажется, что все-таки здесь действительно имеет очень важное значение в современном контексте именно возрастной, значит, параметр. С точки зрения вот вашего такого поколенческого подхода, это тоже имеет очень важный смысл, потому что действительно юмор XIX века или Средневековья, очевидно, сегодня мало кому будет откликаться. Но здесь же очень важное значение в то же время имеет, с одной стороны, как бы учет современных реалий. У нас вызывает все-таки смех то, что нам откликается, то, что нам знакомо. Архаичные реалии будут для нас как бы неведомы. Однако здесь важный акцент я все-таки хотел бы поставить на таком параметре, как интеллектуальность, потому что смех, который был свойственен зрителям начала XX века из фильмов Чаплина, да, или из фильмов, значит, «Веселые ребята», очевидно, что для интеллектуала и сегодня это тоже будет безумно смешно. Ну а для, разумеется, человека, который, ну, вряд ли отнесет в себя категории интеллектуалов, да, и все-таки имеет другой, скажем так, корпус комедийных каких-то жанров, которые у него вызывают смех, ну, то возьмем среднестатистического школьника, то, возможно, фильмы с участием Чаплина его будут совершенно не смешить. Ну, то есть мы уже говорим о контексте. Да.
Да, на самом-то деле, вот я, и раз уж пошла речь про Михаила Михайловича Бахтина, да, все-таки упомяну, что все-таки он исследовал смеховую культуру и все-таки делал определенные выводы. И в самом деле, когда он рассматривает средневековье феодальное и церковное, он действительно утверждает очень важную мысль, что официальные празднества, церковные, официально-паркетные, не имеет значения, носящие формальный характер, они будут очень отчетливо противопоставлены смеховой культуре как таковой, которая в своей природе прямо противопоставлена ей. То есть о чем я говорю? Я говорю о том, что есть народные карнавальные празднества, которые, по мнению Михаила Михайловича Бахтина, который и является исследователем вот этого самого феномена карнавала, в самом деле прямо противопоставлены официальной жизни, хотя бы даже потому, что порождают вторую жизнь. То есть он считает, что смех народный, смех в рамках карнавалов, различных празднеств, народных гуляний – это есть подлинный истинный смех и истинная жизнь. И когда мы берем все эти реалии Средневековья с этими шутами, скоморохами, карликами, уродами, великанами, многие из них, между прочим, не сбрасывали этих масок после карнавала. То есть они в жизни оставались ими. То есть карнавал как бы превращался в жизнь, а сама жизнь превращалась в игру. Но вот эту такую философскую, очень интересную мысль как раз-таки утверждает Михаил Бахтин. Но причем это связано с ограничениями, да, которые были в Средневековье наложены церковь, инквизиция и так далее. Вот чем сложнее, тем чем больше подавляешь, да, тем вот это вот народное пробивается. Ну, насколько я помню. И вот тут параллель можно ли провести с Советским Союзом, когда вот цвели эти анекдоты, одной из самых популярных передач был КВН, хотя, несмотря на то, что за политический анекдот можно было и срок получить, да? Да, это действительно... Это вот тоже карнавализация своего рода? Ну, своего рода да, потому что это все-таки жанр все-таки народный. Это все-таки жанр исключительно такой вот фольклорный. И смеховая культура как таковая, она, конечно же, зиждется вот на этой вот, внутренней какой-то интуитивной, значит, природе человека предаваться этому смеху. И здесь вот эту параллель с карнавализацией Средневековья и советской эпохи наверняка можно проводить, несмотря на то, что здесь действительно была определенная цензура, в том числе на осмеяние политических событий, определенные были меры наказания, которые в то же время были и в Средневековье. Однако, что интересно, опять же я упомяну Михаила Бахтина, он утверждает, что церковные даже празднества, они на самом-то деле имели в качестве предтечи народные тоже гуляния, тоже ярмарочные, они тоже как бы сопровождали церковные празднества. И именно там вот как раз-таки и происходило все искреннее, подлинное. А официальные празднества, они как такую вторую жизнь не порождали. Они, наоборот, утверждали закономерность, традиционность существующих обрядов. То есть на официальные мероприятия было принято приглашать по определенным спискам, с утверждением определенных рангов, садить там, где положено садить. А карнавализация, собственно говоря, предполагала сбрасывание всех масок. Всем можно, даже королям можно прийти, скрывшись под масками, и сброшены все ограничения, которые всегда были непреодолимы. Сословные, служебные, материальные, любые. И в этом как бы и заключалась вот эта вот радость от испытания вот этого карнавального смеха. Даже такой серьезный философ, как Иммануил Кант, тоже о юморе рассуждал. Он считал, что смех — это эффект от внезапного превращения ожидания в ничто. И Кант приводит пример шутки. Наследие богатого родственника жалуется, что у него не получается устроить лучшие похороны, потому что чем больше он дает денег плакальщикам, тем они веселее становятся. Предлагаю посмотреть один ролик и прокомментировать. Сегодня мне рассказал прекрасный анекдот. Это отец мальчику маленькому говорит: пап,
Мальчик говорит, папа, расскажи мне сказочку. Он хочет страшную? Он говорит, про жабу. Он говорит, да нет, почему про жабу? Вот вышел, живет человек, вышел на улицу, а там жаба. Да нет, там жаба. Нет, он идет в лес, идет по лесу, а в лесу жаба. Да какая жаба? Дорожка. Заходит, видит, на поляне дом стоит. А в доме жаба? Да нет, он заходит в комнату, большая черная комната, а посреди стоит стол. На столе жаба. Ну, жаба. Вот. Что скажете? Ну, я думаю, что, ну, конечно же, мастер юмора Юрий Никулин здесь рассказал очень занятный анекдот, который построен по обратной модели. Что интересно, любой анекдот предполагает под собой разворачивание определенного сюжета с неожиданным смысловым разрешением в финале. И этот неожиданный финал и вызывает у нас смех. А в анекдоте Юрия Никулина как бы наоборот. То есть обратная модель мы здесь наблюдаем, что мы все время ожидаем вот этот неожиданный финал с этой жабою, она все никак не идет, и вот именно на этом томительном ожидании появления этой жабы, ее все-таки логичное, значит, появление в конце и вызывает у нас смех. Мне кажется, что это очень занятный анекдот, и вот я, допустим, про него раньше не слышал. Это ломание ожидания ожиданий. Совершенно верно. То есть обратная модель, построенная, по которой канонически построен любой анекдот. Ну, понятно, что история анекдота давно началась, да, но само слово анекдот появилось у нас сравнительно недавно в русском языке, да, где-то в XVIII веке. Вот. Но анекдот — это один из самых древних жанров или... Анекдот, несомненно, это фольклорный жанр. Это надо учитывать, что это фольклорный, несомненно, жанр. Он является одним из древних, значит, фольклорных жанров. Это правда. Представляет собой, под собой некую такую байку, некую такую смешную историю, иногда под которой скрывается очень известное лицо. Вообще известно, интересно, конечно же, любопытная этимология слова «анекдот», которая переводится с древнегреческого как «неизданное, не опубликованное». То есть очень интересно, что именно здесь, даже в самом, значит, этом переводе заложена вот эта неофициальность как бы этой истории, не опубликованная, то есть сокрытая от официальной точки зрения. И ходящая где-то там, значит, в кулуарах, и люди это все обсуждают. Устное народное творчество. Да, совершенно верно. Конечно же, анекдоты очень древние и до сих пор известны. Они есть в просторах интернета. Всегда можно полюбопытствовать, над чем же смеялись, значит, представители древних цивилизаций. Вот я не знаю, насколько это будет смешон анекдот нашим зрителям, но есть древнеегипетский анекдот, в котором, собственно говоря, очень короткий, в котором вот задаются вопросом, да, как рассмешить скучающего фараона? Нужно по Нилу пустить в лодки юных девушек, значит, в рыболовных, значит, сетях. И тут же наш фараон отправится ловить рыбу. Вот такой вот скучающий некогда, то есть при виде вот таких вот девушек. Анекдот датируется 1600 годом до нашей эры. То есть это было в 1600 году до нашей эры. Как давно это было? Но мне кажется, что очень забавно. Ну, лично у меня он вызывает какой-то, ну, внутренний смех он вызывает, несомненно. Улыбку. Да, несомненно, да. Вообще, вы абсолютно верно сказали, что анекдот как таковой вот в России, он, ну вот само слово, да, даже входило в практику и распространилось вот приблизительно в XVIII веке. И интересно, что действительно именно тогда приходится период, да, распространения анекдотов, и их сочинял даже Александр Сергеевич Пушкин. В ходу вообще в XVIII-XIX веке были анекдоты. Самый популярный, если у нас есть, значит, анекдоты, которые мы могли бы датировать какими-то веками, то самый популярный, конечно же, про Потемкина, фаворита Екатерины II, да, значит, Таврического, который вот как раз-таки и обустраивал там Крым, который вот имел огромное количество дворцов. И Александр Сергеевич Пушкин даже написал про него анекдот. Ну, содержание примерно такое. Я, конечно, не воспроизведу в полностью стиль великого гения русского, но тем не менее,
мнение. Значит, сидит как-то наш князь Потемкин, сидит в великих думах, закрывшись, и не выходит из своих чертогов на протяжении уже долгих-долгих дней. Накопилось огромное количество бумаг, которые он должен был подписать. И все боятся к нему зайти, собственно говоря, в покое, потревожить от его великих дум и попросить, собственно говоря, этот драгоценный автограф поставить. Но нашелся молодой адъютант Петушков, который вот говорит: а давайте я попробую все-таки зайти к князю Потемкину. Он заходит и видит там неожиданную сцену. Сидит князь Потемкин, босой, весь взлохмаченный, неухоженный, грызящие ногти, и говорит: вот, батюшка, значит, позвольте, пожалуйста, все-таки подписать бумаги. Долго-долго рассказывает, что вот он Петушков, молодой адъютант, просит подписать. И Потемкин молча взял бумаги, молча подписал и выпроводил нашего Петушкова героя. Он выходит, ликует: подписал, и все радуются, ведь действительно подписал. Как так? Что это за удивительный момент? Однако кто-то наблюдательный посмотрел, заглянул в эти документы, и там было написано: Петушков, Петушков, Петушков. Ну вот, собственно говоря, да, такой вот анекдот Пушкиным сочиненный про самого популярного героя анекдотов того времени. А вот герои анекдотов сами, они же, это исторические личности, это могут быть литературные персонажи, да, киноперсонажи. Как вот, по каким принципам их отбирает народ? Ну, мне все-таки кажется, что все-таки здесь очень важное значение имеет явная или скрытая симпатия к этому персонажу, или же открытая антипатия. То есть он либо должен быть и всенародным любимчиком, либо же, наоборот, и абсолютным исчадием ада. Средние персонажи, скажем так, не вызывающие сильных, ярких эмоций, героями анекдотов, как правило, не становятся. Поэтому очевидно, что в качестве героев выступают вот определенные герои, имеющие определенную славу у народа, и очень важный параметр — известные, ну, практически каждому второму, чтобы анекдот этот шел, конечно же, в народ. Ну вот интересно, я вспомнила про детские анекдоты, например, да, советского времени, и вот очень много было любимых мультиков, тем не менее героями анекдотов стали Гена и Чебурашка. Но там не Заяц и Волк из «Ну, погоди», не Простоквашино, там, не Карлсон, а вот именно Гена и Чебурашка. Угу. Я думаю, что здесь очень важное значение имеет сама карикатурность этих персонажей. Да? Вот этот вот само сочетание вот этого Чебурашки, милого ушастого зверька пушистого, и вот этого вот злого, на самом-то деле, как выясняется, очень самого даже добродушного крокодила. На самом деле это действительно народные любимчики, это действительно герои, которые вызывают радость, они знакомы всем, от мала до велика. И вот, кстати, одна из последних инициатив, кстати, высоко обсуждаемая, значит, на правительственном уровне, это вот открытие, скажем так, подобных Диснейленду парков аттракционов, которые были бы построены по мотивам литературных произведений, в том числе мультипликационных. И Чебурашка, и, собственно говоря, крокодил Гена должны стать одними из ключевых, значит, героев этого парка аттракционов. А юмор — это признак интеллекта? Несомненно, да. Несомненно, да. Вот я изначально это сказал, потому что здесь очень важное значение имеет именно развитость интеллекта и знание определенного общего контекста. На самом-то деле, конечно же, анекдот как таковой и вообще смех как таковой зиждется на некоторых очень важных правилах, одно из которых все-таки утверждает, что анекдот как таковой может быть доступен человеку в отдельных своих проявлениях
ознакомленным с неким контекстом, то есть обладающим некоторыми знаниями исторических реалий, исторических лиц, географических особенностей, культурных, значит, шедевров. И если в анекдоте, собственно говоря, проскальзывает вот этот некий факт, о котором человек, собственно говоря, которому рассказывается анекдот, несведущ, то это, конечно же, не будет вызывать у него никакого смеха. Потому что отсутствует контекст, он вне контекста просто. Он совершенно верно. Поэтому здесь все-таки интеллект имеет важное значение с точки зрения знания общего контекста. Но с другой стороны, интеллект еще и важен с точки зрения вообще развитости, да, и интеллектуального человека как такового, когда он способен и к иронии, и к самоиронии, когда он способен отличить сарказм от иронии, да, или карикатуру от пародии. И вот это вот знание, да, и способность каким-то образом здесь, ну вот, обходиться с этими известными жанрами и позволяет ему в том числе, да, предаваться смеху. Но вернемся к анекдотам. Да? Вот мы говорили, что смех возникает тогда, когда что-то не соответствует нашим ожиданиям, привычным мыслительным схемам. Об этом еще Аристотель упоминал. Давайте еще один отрывок посмотрим. В пособии для ораторов Аристотель писал, чтобы вызвать смех, нужно создать ожидание и его разрушить. Интересно, Ватсон, что вы скажете об этой трости? Можно подумать, что у вас на затылке глаза. Дорогой друг, если бы вы читали мою монографию об органах осязания у сыщиков, вы бы знали, что на кончиках ушей имеются такие тепловые точки. Так что глаз на затылке у меня нет. Он видит ваше отражение в кофейнике. Вот. Тут же как раз было все, да, и сетап, и панчлайн, то есть предполагаемая ситуация, ожидаемое развитие, рассуждение, и ожидание ломается. Вот тут. Да, я здесь абсолютно согласен. На самом-то деле... Все по Аристотелю. Да, совершенно верно. Здесь построено все по Аристотелю, поэтому это и вызывает смех. Но с другой стороны, здесь, конечно же, важно знание контекста и знание вообще персонажа как такового. Да? Шерлок Холмс, который всегда действует определенным методом, у которого всегда невероятно витиеватый ход мыслей, и всегда это причинно-следственные связи, которые ведут к расследованию дела, детективной какой-то сюжетной ситуации. И здесь, опять же, зритель, который знаком с этим героем, конечно же, предполагает, что здесь вот опять мы видим блестящую, да, абсолютно феноменальную способность героя, да, произвести определенные, значит, операции. Ну вот неожиданный финал, да, в виде совершенно простой подсказки, что видит он в отражении кофейника, конечно, вызывает у нас смех. И что интересно, как именно подано это Шерлоком Холмсом, да, ведь он начинает, вот опять же, это все, значит, представлять сложными синтаксическими конструкциями. Рассуждение. Совершенно да, верно, да, привычным своим ходом рассуждения, и это влечет за собой вот этот вот смех в финале. Да. И вот, кстати, они, Холмс и Ватсон, тоже же стали героями анекдотов. Вот. Собственно, наверное, я предположу, что это после фильма, а не после чтения Конан Дойля. Я думаю, что да, потому что на самом-то деле экранизации, они, конечно же, позволяют создать еще один пласт все-таки читательской, зрительской аудитории, потому что литературные произведения — это все-таки одна аудитория, одни читатели, а фильм — это все-таки гораздо более обширный охват. И здесь вот благодаря вот блестящей игре вообще и самой режиссуре, актерской игре, конечно же, гениальных советских актеров, этот фильм, конечно же, стал всенародным, любимым, и абсолютно согласен с тем, что анекдоты на основе этих персонажей появились именно после фильма. Да.
А какие произведения русской литературы, если к русской литературе, да, отражают вот концепцию смеха? То есть это Зощенко, Тэфи, Ильф и Петров, Чехов? Я думаю, что вы Булгаков. ключевых-то, собственно говоря, и назвали, да, ну, начиная вот даже от Николая Васильевича Гоголя. Но здесь, конечно же, опять же, стоит учитывать художественное своеобразие творчества этих писателей. Потому что что-то будет откликаться кому-то, да, одному читателю, что-то будет откликаться другому. Абсолютно прекрасный пример, но малоизвестный почему-то, к моему удивлению, Надежды Тэффи, да, современному читателю. Он, конечно же, представляет собой, скажем так, женский юмор. Женская проза как таковая, да, как ответвление, все-таки у нас появилась в конце 20-го столетия. Вообще первые женские, значит, героини и писательница, поэтесса как таковая появилась, конечно, в Серебряном веке, благодаря Ахматовой и Цветаевой. Но еще до них была Надежда Тэффи, все-таки любимица и Николая II, последнего императора из дома Романовых, и Владимира Ленина. И тогда она, конечно же, стала вот всенародной любимицей, и ее произведения абсолютно прекрасны. Я, конечно же, всегда боюсь, как это говорится, спойлерить, да, сюжет того или иного произведения, но я думаю, что Тэффи обладает целым рядом произведений, которые всегда можно полюбопытствовать и прочитать, но про один из них я очень кратко расскажу. Рассказ называется «Шляпка», где модница прекрасная приобрела новую шляпу, очень яркую. До этого она носила черную, которая теперь ей уже казалась невзрачной по сравнению с этой новинкой. И она собирается на свидание прогуляться, надевает, долго-долго стоит возле зеркала, перемеряет то вот эту свою новинку, то снова старую, клячу свою, долго-долго примеряет. И, наконец-таки, ухажер приходит, они отправляются на свидание. Она вся, конечно же, само воплощение красоты, элегантности в этой шляпке, она очень довольна собою, она видит эти глаза окружающих, которые вдохновлены ею, восхищены ею, и ухажер не может даже никуда деть свои глаза, потому что все время на нее неотрывно смотрит, как она блестит, вот как она сияет. В конце концов она приходит домой и замечает, что после долгих, значит, этих сцен с примирением шляпки выяснилось, что шляпка-то, собственно говоря, дома и осталась. А пошла она в черной своей шляпе, старой, кляче, но она чувствовала себя в этот момент, думая, что на ней вот эта модная шляпа, самой неотразимой, ну, такой она и осталась, самой неотразимой. Но это и комичная ситуация, и в то же время очередное восхищение женской природой. И это поучительно, и это понятно, в общем, любой женщине и в наше время тоже. Я вот вспомнила рассказ той же Тэффи «Воротничок», когда девушка небогатая купила себе воротничок, и этот воротничок потребовал к нему там сумочку, туфли, и так далее, и так далее, и так далее. Началось все с копеечного воротника. Да, я абсолютно согласен. И, конечно же, воплощение вот этой карнавализации, да, этой смеховой культуры в русской классической литературе, конечно же, является вот ряд этих названных вами абсолютно точно писателей, начиная от Гоголя, да, ну, понятно, что и до Гоголя там были и Грибоедов, и Карамзин, и все они тоже абсолютные мастера смеха, но, наверное, бы я, как чеховед, как человек неравнодушный к определенным писателям, наверное, назвал бы Чехова. Но не только по субъективным причинам, потому что я с точки зрения науки исследую его произведения, но и потому что это объективный факт, что и действительно раннее творчество Чехова, его юмористические рассказы «Хамелеон», «Лошадиная фамилия», «Толстый тонкий» и ряд множества других, конечно же, являются высоким образцом вот этого юмористического рассказа непревзойденных. Давайте поговорим о межнациональных анекдотах, то есть, которые основаны на стереотипах представлений о национальных характерах. Когда представители разных наций попадают в какую-то ситуацию, по-разному реагируют. Это вот там поляк, русский и американец, да, бывают, или анекдоты о чукчах, которые говорят, придумали вообще чуть ли не в КГБ, когда чукчи не были покорены, они сопротивлялись до последнего, и вот выдумали такой способ, значит, сделать их героями анекдотов, потому что если
над врагом смеешься, то вроде бы это уже и не враг. Вот как это влияет на социальную жизнь общества? Мгм. Ну, я думаю, Вообще что- можно ли шутить над национальностями? Я думаю, что здесь очень важно все-таки учитывать природу истинного юмора, потому что истинный юмор, он всегда вызывает смех. Но не должен вызывать обиду. То есть это от чего же ты не смеешься с моей шутки, если она была такой обидной, да? Ну, наверное, шутка должна быть смешной, да? Наверное, тогда бы я ей посмеялся. Что же касается многонациональных анекдотов, героями которых становится, как правило, ряд, значит, некоторых национальностей, вообще национальности, вот с этой этнической составляющей, то здесь, конечно же, стоит учитывать очень важный момент, что героями многонациональных анекдотов, где встречаются, как правило, немец, значит, обязательно всеядный, обязательно такой серьезный, какой-нибудь чопорный англичанин, ну вот выпячивание вот каких-то национальных, значит, черт, да, утонченный француз и русский. На самом-то деле здесь стоит обратить внимание на то, что одним из героев, как правило, всегда является представитель той нации, на котором, собственно говоря, и повествует этот анекдот. То есть, как правило, в ходу в России не будут анекдоты про немца, француза и англичанина. Между собой. Да, там обязательно будет русский. Да, и в этом как бы с одной стороны дружеское такое осмеяние другой национальности, и с другой стороны как бы выпячивание, да, демонстрация, акцентуация от собственной какой-то, может быть, национальной черты, которая может вызывать, с одной стороны, как бы смех, может быть предметом гордости или же, наоборот, самокритики, что вот, мол, есть у нас еще и как бы черты не самые хорошие, но над которыми стоит поработать. И здесь, конечно же, очень важное значение имеет также то, что сам народ как таковой редко может шутить над собой, потому что всегда нужен взгляд со стороны, всегда нужен взгляд другого. Да? Опять возвращаемся к Бахтину. Когда есть возможность, да, взглянуть на соседа и выделить некоторые черты. Что же касается советского пространства, то здесь опять обязательно у нас в качестве героя выступает какой-нибудь джигит, грузин, да, который обладает тоже своими чертами, у него есть определенное отношение к женщинам, которых он ругает, в то же время бесконечно в них влюблен, какой-нибудь чукча, который всегда, как правило, очень естественный. Да? Вот, смешной анекдот: едет в трамвае чукча, и, значит, кондуктор говорит: следующая остановка 8 марта. На что чукча спрашивает: а что, раньше нельзя? Раньше 8 марта. Ну вот это вот чукча вот как раз-таки представляется вот таким простодушным, очень естественным человеком, человеком природы, да, не городским жителем, да, то есть здесь происходит Наивный разграничение. дикарь вольтеровский Да, такой. совершенно верно, да, разграничение городского и сельского, да, провинциального и столичного. Ну, опять же, евреи, наши любимые, да. Эстонцы. Да, эстонцы, известные своей медлительностью невероятную. И это, конечно же, я думаю, что это часть все-таки не столько самолюбования, но и в том числе и самокритики, что есть черты национальные, да, над которыми сама национальность может посмеяться для того, чтобы, опять же, подсветить эту особенность и, быть может, подсказать самим же себе, что над этой чертой надо немножко поработать, что где-то вот надо нам чуть-чуть исправиться. Хотя мы не отрицаем, что это наша часть нашей культуры, нашей особенности. Что же касается, ну, вот этого негативного составляющего, когда представители тех или иных народностей могут как бы обидеться от того, как их народ представляют в негативном свете, ну, мне кажется, что нет. Все-таки надо учитывать, во-первых, условность анекдота. Анекдот всегда условен. И комичность самой ситуации, что это все представляется в истинном подлинном анекдоте не с точки зрения негативного осмеяния, а для того, чтобы, быть может, даже подчеркнуть, что есть как бы, что и ты свой. Ну, как в классе бывает, кому-то дали кличку, это явно означает, раз дали кличку какому-нибудь однокласснику, все, это означает, что дети его признают как своего. Я хочу успеть посмотреть еще одно видео, потому что смех построен не только на игре слов, но есть еще и пантомимы.
Давайте взглянем. Давайте. Нормальному человеку даже в голову не может прийти. Что может прийти в голову студенту театрального училища? Мы показывали чемоданы, зеркала, дверные замки, форточки, авторучки. Вряд ли вам придет в голову, что можно показать цыпленка табака. Можно. Классика, благодаря которой, в общем, Ермольник изначально и запомнился, и прославился. Да, совершенно верно. Вообще пантомима — это, конечно же, тоже очень древний жанр, и он тоже замечательный самим собой, да, что здесь в качестве пантомимы может быть даже выступать отсутствие всяких звуков и слов, хотя порою, да, она в театрализованных некоторых своих воплощениях сопровождалась музыкой, да, и пением хора, то здесь пантомима, конечно же, абсолютно шедевральная, благодаря самой все-таки метафизике, да, Ермольника, который способен изображать, как известно, не только цыпленка табака, но и других птиц, и всегда удается ему это шедеврально. Действительно, это стало точкой отсчета большой славы Леонида Ермольника. Я думаю, что сделано абсолютно гениально. И здесь мы наблюдали, и с одной стороны, да, и вроде бы шедевральность актерской игры, ну а с другой действительно попадание, полное попадание в этот образ бедного цыпленка табака, который, да, всегда вызывает у нас, не сказать, что смех, но, по крайней мере, вот некоторые, скажем так, умилительные ощущения при виде этой общепанной курицы. А шутить можно над всем или как? То есть вот вопрос этики юмора, да? Мы постоянно слышим новости об отмене того или иного комика, потому что шутки, которые в себе содержат какие-то расовые, национальные, гендерные, другие стереотипы, поддерживают привычный порядок вещей. Вот. И противники так называемой новой этики обвиняют ее нормы в тоталитарности, что, мол, пошутить нельзя, это просто юмор, а сторонники считают, что оскорбление, названное шуткой, не перестает быть оскорблением. Вот. Как? Я все-таки убежден, что все-таки должна быть определенная цензура. Ну, это мое личное все-таки мнение, что юмор всегда хорош, когда он учитывает эти границы, формальные или неформальные, когда они не переходят ни в пошлость, ни в осквернение. И мне кажется, что есть темы, которые должны все-таки находиться под запретами, которые нельзя придавать осмеянию. И когда эти артисты начинают смеяться над какими-то сакральными вещами, мне кажется, что это действительно должно вызывать определенную реакцию. Мне кажется, что это вещи не только сакральные, но и действительно, которые касаются очень, может быть, важных для человека вещей. Это все, что касается Родины, это все, что касается даже региональной какой-то специфики. Да, и действительно, если придать осмеянию какой-то регион, это может вызвать смех, может быть, и у общей публики, но явно не у этого региона. Последний вопрос. Что лично вас смешит? Я вроде бы делал акцент на том, что юмор предполагает высокую интеллектуальность. Я бы не сказал, не назвал бы себя в силу молодого возраста большим интеллектуалом, но в силу профессии, быть может, да, как преподаватель, как ученый, да, что некоторые интеллектуальные, скажем так, предтечи во мне явно присутствуют. Но, их видно невооруженным глазом. Спасибо, благодарю. Но тем не менее, как правило, смех у меня вызывает, с одной стороны, действительно высокоинтеллектуальный юмор, а с другой стороны, самые смешные, примитивные ситуации, от которых я не могу расхохотаться, если я ночью лежу в телефоне и вижу вот эту какую-то забавную историю с каким-то смешным падением, с каким-то кривлянием. Это вызывает у меня невероятный смех. И вот эта вот оговорка, что даже людям вот с наличием интеллекта свойственно смеяться над обычными вещами, которые вызывают смех даже у ребенка. В общем, мемчики тоже смотрим. Обязательно. Смейтесь, смотрите мемы. Поздравляю всех с Днем смеха. На этом программа «Якутия в деталях» подошла к концу. С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням 19:15. Расскажем обо всем в деталях.